Пробежка, разминка, бой с тенью и отработка приемов. Все как обычно, только вот зал наполнен практически до отказа. Редкое дело в спортивных клубах Ингушетии, когда в одном зале встречается столько именитых бойцов ММА. Автором идеи совместных спаррингов между спортсменами разных клубов является руководитель бойцовского клуба РЗ, а в прошлом президент Федерации ММА Ингушетии. Мы решили, чтобы ребята могли, как я говорил, передавали опыт свой и почувствовать себя в бою с таким же, как они, даже сильнее, с представителями разных видов спорта, той же борьбы, того же бокса. Совсем недавно клуб РЗ практически полностью обновил свой спортинвентарь. Теперь в распоряжении спортсменов многочисленные тренажеры, маты, на которых можно отрабатывать приемы, и даже полноценная бойцовская клетка, которая на каждой тренировке пользуется большой популярностью у бойцов. У нас сегодня очень много способных ребят, которые в дальнейшем, я думаю, покажут хороший результат. У нас каждый четверг в нашем зале бывает день спаррингов. Из нашей республики, со всех залов приходят ребята для того, чтобы привести совместные спарринги. И эти спарринги очень важны. Совместные тренировки проводятся раз в неделю. Каждый четверг бойцы приезжают из разных уголков республики, чтобы набраться бесценного опыта. Команда бойцовского клуба из Малгобека, несмотря на небольшой опыт, уже успела о себе громко заявить. Подобные тренировки – это большой стимул для подрастающих бойцов, считает руководитель клуба. Совместные спарринги – это очень хорошо развивает в плане того, что в одном зале все вместе тренируются и каждый друг друга знает, что он делает, как он делает и так далее. Поэтому работать легко, уже все предсказуемо. А здесь очень хороший бойцовский клуб РЗ. Еще это немаловажно, ребята друг друга знакомятся, дружеские отношения складываются. Особенно если ребята уезжают за пределами республики. Получается так, что с нашего клуба, с клуба РЗ, со своей республики сборная команда выезжает. И каждый друг друга знает, друг друга поддерживает на выездах. Несколько раундов стойки, затем по правилам ММА. За интенсивностью тренировки и сохранением темпа следит Хамзат Аушев. Ребята проявляют себя хорошо, отмечает тренер. Самое главное, каждый заряжен на хороший поединок. 4 раунда мы провели спарринги по 3 минуты чисто по боксу. 4 раунда у нас сейчас спарринги по правилам ММА. Народа много, там передвигаться, двигаться не у всех получается. Но я думаю, в дальнейшем мы будем выделять профессиональных бойцов, отдельно им проводить спарринги, взять субботу или какие-то отдельные дни утром или вечером после основной тренировки. В числе спортсменов, приехавших на тренировку, и Ахматхан Боков. Совсем скоро ингушскому файтеру предстоит очередной профессиональный поединок, и к подготовке он подходит со всей ответственностью. Есть, назначенный бой. 1 декабря я должен драться в Краснодаре на турнире Berkut Young Eagles. 1 декабря будем драться. Я начал тренировки недели 3 назад. Я после травмы, после операции. Тренировки проходят довольно успешно. В этом зале мы собираемся каждый четверг, спаррингуемся со всей республики. Ребята приезжают, обмениваемся опытом. После нескольких изнурительных раундов тренер дает команду. Занятие завершено. Следующая встреча здесь же, ровно через неделю. Тамерлан Хамхоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.